Женщины Таджикистана подвергаются домашнему насилию. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как некоторые женщины смогли спастись и что нужно с этим делать. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Барно вышла замуж за 45-летнего жителя города Бахтаара в 2013 году. Тогда ей было 32 года, и она боялась, что ее старой девы мечты обзавестись семьей не сбудутся. Она согласилась на замужество, но не знала, что ей придется пройти все круги ада. В доме настоящий кошмар, постоянные ссоры и драки. Первые 7 месяцев совместной жизни прошли более-менее безоблачно, но потом началось. Муж постоянно издевался надо мной и сильно избивал, из-за чего у меня даже произошел выкидыш. Женщина в нашем сообществе должна обладать всеми правами, независимо от того, в какой стране они живут, а именно права на жизнь, свободу, труд. Когда она наконец получила развод, врачи у нее обнаружили сахарный диабет. Я решила учиться, приобрести профессию, чтобы не стать лишним ртом для престарелых родителей, говорит наша собеседница. Амина, ее имя также изменено по этническим соображениям, жительница города Бахтаара вышла замуж в 1997 году, когда в Таджикистан пришел долгожданный мир. Она 4 года терпела постоянные побои, оскорбления и унижения со стороны мужа. Муж постоянно меня избивал и днем, и ночью. Родители говорили «потерпи». Но терпеть было не в моих силах, и я с 3 малышами и к тому же беременная вернулась в отчий дом, рассказывает Амина. Она не добилась алиментов на детей, и тогда с помощью родителей приобрела небольшой земельный участок и построила глиняный домик. По словам Амины, семья живет за счет ее заработка в одном из диханских хозяйств, да и старший сын начал зарабатывать небольшие деньги, выполняя после занятий в школе разные мелкие работы на местном рынке. Семейному насилию подвергаются очень многие женщины в Таджикистане, отметили исследователи международной правозащитной организации Human Rights Watch в опубликованном 19 сентября докладе «Насилие на каждом шагу». Недостаточное реагирование государства на проблему семейного насилия в Таджикистане. По словам пострадавших от насилия женщин, их насилуют, избивают кирпичом, лишают воды и пропитания, иногда могут ударить и утюгом. Женщины страдают от жестокого отношения со стороны мужей и их родственников, а должностные лица зачастую пренебрегают нуждами пострадавших от семейного насилия, не обеспечивая им надлежащую помощь, защиту и доступ к правосудию, говорилось в докладе. Правозащитники отметили, что точных данных о числе женщин, которые подвергаются насилию со стороны партнера, нет, поскольку государство не ведет систематического сбора такой статистики. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Властям Таджикистана необходимо решить вопрос с открытием приютов для жертв насилия и предоставлением социального жилья. По ее словам, в Таджикистане с 9-миллионным населением имеется всего 4 приюта, что намного меньше нормативов, предусмотренных международным стандартом. С другой стороны, работники правоохранительных органов зачастую отказываются проводить полноценное расследование, выносить защитное предписание или арестовывать насильника. Иногда они говорят пострадавшим женщинам, что это дело семейное, и отправляют их обратно домой, говорит социолог. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.